Ну, мы вчера, или когда, вчера же, да, была пресс-конференция, я сказал, что у нас есть понимание, что мы хотим. Сегодня еще один шаг сделали после матча с Австрией в плане игры, в плане содержания, в плане всего, что мы хотим. Если взять первый матч с Норвегией здесь и сегодняшний, это уже абсолютно другой футбол, другое дело, что надо это подкреплять голами, результатом. Но это нас ждет, если будем продолжать то, что мы начали. Так что всех с хорошей игрой, ну, будем делать шаги вперед. Станислав Соломонович, такой вопрос. Прогресс в игре действительно очевиден по сравнению с предыдущим матчем, но почему, на ваш взгляд, до сих пор в течение нескольких игр сборной Казахстана не удается забить? Спасибо. Отвечу, чтобы забивать голы, вот как вы правильно заметили, сегодня уже мы потихонечку делаем то, что мы хотим, уже появились моменты, уже и в перекладину попадали, и угловые подавали, и штрафные, но мы перешли уже, как говорится, на чужую половину. Соперник у нас хороший, была Австрия, которая на чемпионате Европы блистала, словенцы очень хорошо играли, норвежцы не последняя команда, и чтобы забивать таким сборным нужна или качественная командная игра, или индивидуальные качества. Вот если мы индивидуальные качества, это все-таки от природы, да, а вот командную игру, как вы правильно заметили, мы хотим отшлифовать и за счет командной игры вот добиваться определенных результатов. Багдад Асылбек, Радио Свобода. У меня вопрос с продолжения предыдущего вопроса касательно забитого гола, когда ожидается. В последних матчах статистика показывает, что ударов все же становится больше, но в створ все те же 1,3 за весь матч. Какие есть сейчас трудности с тем, чтобы наладить игру так, чтобы было побольше опасных моментов у чужих ворот? Это первый вопрос. И второй, какие сейчас стоят цели, задачи перед сборной Казахстана? Это занять третье место или там набрать? Ну, смотрите, команда не делается в один день, и поверьте моему опыту, да, то, что было полгода назад, его уже нет, этой команды, по той или иной причине. Просто так бывает. Поэтому нам приходится делать новую команду, и мы ее делаем. А чтобы вот о чем вы говорите, вот мы первый раз, я команду видел, да даже не всю команду, видел 5 дней подряд. И вы видите прогресс, да, в Австрии уже какие-то штришки, и сейчас какие-то штришки. Если бы они были постоянно, месяц бы были, допустим, постоянно, вы бы, реально тогда прогресс увидели. Но мы растем, сейчас я их поблагодарил за игру, абсолютно все молодцы, выложились. И попросил, чтобы вот уже в таком состоянии, с такими мозгами приехали на следующий сбор, чтобы мы опять не с нуля начинали, а уже отталкивались от того, чего мы достигли. Это, наверное, сделать сложно, но во всяком случае я их об этом попросил, можно сказать, потребовал, да? Вот это первое. Какие задачи, я вам уже сказал. Мы играем в турнире. Раз ты в турнире участвуешь, значит, там есть определенные места. Естественно, мы хотим в этой лиге задержаться. Как я уже сказал, есть команды, которые объективно на сегодняшний день сильнее нас. Вот уже 4-й матч мы сыграли, и уже мы видим скачок. Появляются новые имена. И в этом плане мы будем работать, потому что кто-то уже не может, кто-то не хочет, так тоже бывает. А у нас будет в команде те, кто уважают флаги, гимн Казахстана. Во время игры не совсем часто замечали Ислама Чеснокова. Как будто... Не понял. Его не замечают. Не совсем не замечают. Просто во время игры, когда не доходят ему мячи. В основном в сегодняшней игре Ислама Чеснокова не дошли мячи, и острых моментов именно ему создавать не получилось, Исламу Чеснокову. Так бывает иногда. Да, так бывает. Но во время игры в клубе Чесноков, он как свободный художник. Он сам создает, иногда сам принесет мяч и забьет. Может, в будущих играх, возможно, ли Ислама
так себе проявить. Возможность, будет ли такой возможность у Ислама Чеснокова? Прошу прощения за Ну, скажите, пожалуйста, а в каком клубе он играет? Тоболы. А в какой лиге? Премьер-лиги казахстанской. Так, а сегодня какая лига у нас? Лига нации. Ну, Ну, вы интересный человек. Там он играет против кого-то, а тут против другого качества игроками. Я доволен, как он и в Австрии отыграл, и сегодня. Но мы работаем вот над тем, что ты говоришь. Это не просто мяч до него не доходит, просто ему располагаться в каких-то моментах надо правильно. Потому что, играя в казахской лиге, ну, сопротивление не то, противник не тот, и ты за счет индивидуального мастерства что-то можешь сделать. Здесь он, конечно, тоже пытался, но, согласитесь, здесь другие игроки, и так просто это сделать невозможно. Вот в этом плане интеллект надо развивать в командном, чтобы они друг друга понимали. Так что мы в этом плане сидим над этим, мы часто разговариваем, показываем, ну и будем дальше над этим работать. еще вопрос. Сегодня вы пускали на игру Жанали Пайруза. Как вы оцениваете его игру в вашем руководстве? Ну, он и в команде, ну, надо отдать должное, у него есть определенные качества, но не хватает мобильности на всю игру. Поэтому вот последние 15, да, он сколько вышел, нам надо было забивать, он игрок, который может нарисовать, как я это говорю. Ну, опять же, соперник не дал нам это сделать. А так я рад, что он вышел на замену, он хорошо отработал. Тоже определенное задание получит, над чем работать. Ну и Балтабеков, новое имя. Ну, работаем, мы ищем, что можно сделать, чтобы команду сделать. Сіз Ресей ұлттық құрамасының бапкерлік еткенде, мен ойындарыңызды көрдім. Ол жақта да прогресс өте жоғары деңгейде болды. Енді Қазақстан ұлттық құрамасын сондай деңгейде көру үшін өзіңіз айтып жатсыз, жаңа команда құрып жатырмын деп. Қанша уақытта біз жаңа Қазақстанның жаңа футболын көруіміз мүмкін? Вам соврать или правду сказать? Правду. Ну тогда как я тебе могу сказать? Сколько надо? Вот во всяком случае мы работаем. Я вот и вчера это говорил, и сегодня говорю, и говорю всегда. Если я работаю сердцем, а не после подписи. Мы работаем, еще раз повторяю, я не могу вам сказать, вот тогда будет. Во всяком случае, если мы видим прогресс, значит, уже на правильном пути. Насколько вообще этот прогресс возможен, потому что есть командная игра, но есть еще индивидуальные качества. Нам надо игроков на каждую позицию хотя бы минимум 2. Вот нам вот этой селекцией, вот этим и селекцией тоже занимаемся. Одного позвал, Астанов сыграл, эти сыграли. Так потихонечку мы команду найдем, которая может представлять Казахстан на определенном уровне. Но и опять же, мы сейчас говорим про Лигу наций, мы не знаем, кто у нас будет в отборке чемпионата мира. Будет 3 топ сборных, но опять, значит, будем искать варианты, как их обыгрывать. А так не могу тебе точную дату сказать. Во всяком случае, мы над этим работаем. Станислав Саламович, в целом прогресс в игре виден. Я наблюдаю за играми сборной Казахстана. Хотел задать вопрос по поводу предстоящего матча. Ну, хоть он будет через месяц, игру пропускает Ислам Чесноков. И в целом, есть ли видение по поводу предстоящего матча против сборной Австрии, домашнего? Ну, отвечу сразу на этот вопрос. Чесноков пропускает, Быстров пропускает и Али пропускает, да? Так что у нас не только Чесноков, но еще и пары. Да, ну, я сегодня не могу сказать, вот уже 3 игрока, которые в основном составе сегодня играли, пропускают игру. Какими они будут через месяц другие игроки, мы не знаем. Поэтому сейчас... Дайте подумать. Ну, сейчас я тебе... Ну, надо команду собрать, подготовить, и у нас опять будет меньше времени, чем обычно. Последний тур, кстати, будет, да, чемпионата это 10-го, и после 10-го, да. Ну, главное, чтобы народ пришел и нас поддерживал. Потому что вы видите, что мы делаем шаги вперед, и нам нужна ваша поддержка. Вот пока все, что от вас требуется. Все остальное мы сделаем сами. Здравствуйте. Вы говорите насчет шагов вперед, насчет прогресса, да? Очень здесь много говорилось. Но, если честно, я этого не вижу.
И у Ну, меня такой так. вопрос, можно? Да, договорю? да. Почему наша сборная перестала делать высокий прессинг? Такое ощущение, вот даже в игре с Австрией очень много футболистов были сильно зажаты к своей штрафной и, можно сказать, ждали уже у своих ворот. То есть высокого прессинга не было видно. Понятное дело, что Австрия по уровню сильная, но со Словенией тоже сегодня не все получалось. Дома, мне кажется, можно играть более агрессивно, более идти вперед атаку, да, чаще бить, вот эти вот все моменты. Я только могу извиниться перед вами. Не знаю, какой вы футбол смотрели. Вы были на матче вообще? Ну, значит, вы так видите. Мы видим по-другому. Слушайте, будет высокий прессинг, когда он будет. Когда он будет, я вам скажу. Когда мы будем готовы к этому. Ну, раньше мало ли что он был. Спасибо, что напомнили. Вы не живите, пожалуйста, тем, что было в прошлом. В футболе сегодня и завтра. А это все забудьте. В хорошем понимании забудьте, не в негативном. Потому что в прошлом жить нельзя.